Доброе утро, уважаемые телезрители. Итак, поступки, которые мы совершаем ради любви. Что мы делаем в этот момент? У нас сносит голову, мы тратим большие деньги, мы слушаем прекрасную музыку и иногда возвращаемся к ней, даже когда праздник любви проходит. Такое бывает. Сегодня у нас в гостях очаровательная Эльмира Калимуллина. Я думаю, что представлять тебя не нужно, Эля. Спасибо, что ты во всеоружии у нас в гостях. Доброе утро. Доброе утро еще раз. Скажи, пожалуйста, вся мировая эстрада и не только строится вокруг песен о любви. И благодаря песням о любви мы сразу выстраиваем такой визуальный ряд исполнителей. Вот кто для тебя, например, был таким апологетом песен о любви? Первое впечатление неизгладимое, которое оставило меня в душе, это был фильм «Телохранитель», где Уитни Хьюстон исполняла свою мировую, наверное, песню. Это «I Will Always Love You». Ну и, конечно же, наши исполнители, это и Алла Пугачева, ее «Миллион алых роз», которые показывают о том, что действительно поступки ради любви могут быть совершенно нелогичными, сумасшедшими. И пусть это будет на один раз, но зато в жизни останется впечатление на всю жизнь. Вот сейчас очень много мы говорим об эстраде, очень много плюсов, минусов. Я не буду называть, скажем так, географическое расположение эстрадных исполнителей, не мне тебе говорить. А о чем поют сейчас на эстраде? Ну, конечно же, любовь. Все песни, мне кажется, о любви, и процентов, наверное, 70 это об отношениях между мужчиной и женщиной, и какой-то процент о любви к родине, и уже к другим там существам. Хвостатым там, да? Ну да. Скажи, пожалуйста, вот сейчас, что у тебя в планах, что ты делаешь, что ты, так сказать, чем ты будешь покорять наше пространство? На данный момент у меня идет работа над подборкой репертуара на татарском языке. Мы хотим выпустить диск, который будет включать в себя как и новые песни на татарском языке, новых композиторов, и забытые старые песни, немножко в другой аранжировке, чтобы это было нашему современному слушателю понятно и приятно. Работаем над репертуаром русскоязычным, это очень непросто. И в скором времени буду участвовать на отборочном туре музыкального конкурса «Новая волна-2014». Посмотрим, пройду я или не пройду. Все будет хорошо. Вот этот 2014 год, это и год культуры в России, это и год 75-летия Союза композиторов Татарстана. Есть, скажем так, есть то плечо, на которое можно, сказать, положить свое творчество? Конечно. Мы уже записали порядка 4 песен с Эльмиром Низамовым. Это песни на слова Рената Харисы и Разили Валеева. Также сотрудничество с Лилей Тагировой, которая сама и слова пишет, и музыку. Вот. Но это вот ты называешь те имена, которые уже на слуху. И Эльмир Низамов, Лиля Тагирова. Неужели у нас в безбрежной Татарстане нет еще творцов, которые могли бы вот выдать хорошую продукцию? Они есть на 100%, но тех людей, которые я называю, близки мне по духу. И наши мысли, наше творчество, оно создается в такой некий тандем. Мы единомышленники, и у нас один вектор. Год культуры 2014. Российская Федерация лично для тебя, он какой-то несет, скажем, посыл, я не знаю, вектор какое-то движение к развитию? Культура немножечко находится в таком, немножко в задвинутом состоянии, на мой взгляд. Нужно обязательно еще раз показывать о том, что ничто не сравнится с нашим русским балетом, с нашей оперой, с тем, что у нас есть такой пласт народной фольклорной музыки и разных народов мира, что очень многонациональная страна, где можно в каждом городе показать, какие мы богатые на культуру. Естественно, конечно, не могу не задать вопрос по поводу основного лейтмотива нашей программы – безумные поступки, а может быть просто поступки, которые мы совершаем ради любви. Было ли что-то такое подобное у тебя? Я настолько люблю делать подарки для своих любимых и родных, что порой это бывает, ну, мне вообще не важно,
праздник это, не праздник. Я могу просто приготовить какой-то вкусный пирог. Я могу просто сводить кого-то в дельфинарий. Ну вот чтобы это был праздник души. А какая самая сильная история любви, например, ну, мы говорили о телохранителе, о Кевине Костнере, о Уитни Хьюстон, об этой великолепной истории. Какая еще, скажем, мировая история любви не отпускает тебя? Если брать литературных героев, то это герой из «Война и мир», это Евгений Онегин. Также не могу отметить, как Клеопатра и Цезаря. И я думаю, что вся мировая классика держится именно на такой сильной любви, что она вот живет и по сей день. Ну, наверное, еще и девушка и юноша из Вероны. Да, наверное. конечно, Ромео и Джульетта. Спасибо, Элечка, большое. Я думаю, что ты нам сейчас подаришь историю любви. И что это будет за история? Это будет история любви от Шаде и от меня, Is It a Crime? This may come as so surprise, but I miss you. I could see through all of your lies, but still I miss you. He takes her love, but it doesn't feel like mine. Taste her kiss. Her kisses are not wine, that are not mine. He takes, but surely she can give what I'm feeling now. She takes, but surely she doesn't know how. Is it a crime? Is it a crime when I still want you and I want you to want me too? My love is wider than Victoria Lake. My love is taller than the Empire State. My love is wider than Victoria Lake, taller than the Empire State. It dies and it just Спасибо большое, Эльмира. Это, конечно, незабываемое. Будем Шаде слушать только в твоем исполнении. Уважаемые телезрители, очаровательная Эльмира Калимуллина побывала в гостях программы «Новое утро», которая продолжается.